ситуация продолжает оставаться напряженной не только у нас, но и на всей территории Российской Федерации. Ингушетия в пятерке стабильных регионов по распространению COVID-19. Об эпидситуации расскажет замминистра здравоохранения. В субботу и воскресенье у них не получается это вывозить. Если бы у них получалось бы это вывозить мусор, тут проблем никаких не было. Кто в ответе за вывоз бытового мусора? Вопросом задаются жители Альтиева и 18-этажек в Насыркорте. В ситуации разбирался наш корреспондент. Работа у нас нелегкая. Бывают выезды, опасные выезды бывают. На страже правопорядка 24 часа 7 дней в неделю. В неведомственной охране Росгвардии сегодня исполнилось 68 лет. Может быть и внезапная сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой или рвотой. Сегодня Всемирный день борьбы с инсультом. Врачи доводят до жителей основные причины, провоцирующие болезнь. Советы медиков в выпуске. Этот конкурс, я уверена, мне даст огромное количество возможностей. Я смогу познакомиться с коллегами. Лучшего в своей профессии определяют на конкурсе «Учитель года-2020». В региональном этапе за почетное звание борются 5 конкурсантов. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Сегодня мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он приходится на 12 число 3-го месяца Рабиуль-Аваль по исламскому календарю. С праздником Маулид ан-Наби жителей поздравил Махмуд Али Калиматов. Глава региона отметил день рождения лучшего из людей, последнего и нашего любимого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это самый светлый праздник. Поздравляю умму с этим благодатным днем. Желаю мира, добра и милости Всевышнего. Поскольку точная дата рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, неизвестна, этот памятный день приурочен ко дню его смерти, что накладывает отпечаток на характер торжества. Празднование дня рождения посланника Аллаха – это знак любви к нему и стремление следовать его заветам. Но находятся те, кто посягается на самое святое. В последнее время весь мир стал свидетелем карикатур на пророка, что вызвало негативную реакцию мусульманской уммы. Это оскорбление почти 2 миллиардов мусульман мира. Но смогут ли такие провокационные нападки ослабить любовь верующих к самому лучшему из людей, расскажет Муслим Ганиев. Рабиуль-Аваль – 3-й месяц исламского календаря, в котором родился последний из посланников, печать пророков Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. В этот почитаемый месяц мусульманский мир празднует это событие, поскольку Аллах благословил человечество рождением лучшего человека на свете. Аллах Всевышний в Коране говорит: «Ва ма арсалнака илля рахматан лил алямин». Мы послали тебя никак иначе, кроме как милость для миров. То есть, если бы Аллах Всевышний не послал нам пророка Мухаммада, то мы бы были в заблуждении. Поэтому пророк Мухаммад является причиной того, что мы сейчас на истинном пути. В знак благодарности, что Всевышний Аллах даровал нам пророка и ввел нас в ряд его последователей, мусульмане проводят благотворительные акции, раздают милостыню, читают мавлиды и салаваты, коллективно благословляя пророка, тем самым выражая любовь к нему. يدرجك ديني سجلينج إرسمت الأنشطة في سليني درجك هم حق الله وزوج الله شيء قرآن شو خواستوس ده القرآن شو يوخ وإنك لعلى خلق عظيم بقله بيهمر دق جدزج غلق تحوها يعني اشتدال خواستوس مصدوج وراحة إجر سيدوج عوامل شيجا دهكار وبيمر عليه الصلاة والسلام تحق ختم خنوس تحق انتر والش خنوس تحق جشتش خنوس تحنا حشتش خواشش خنوس تحق كميرش خنوس إيش كتاجي في دقر ده دواتش ده بوسب ناخا خاديج دول هم ملاقدر ده دال وين ويتاو بيمر عليه الصلاة والسلام شدين ويك حقواتش ده تصلتها فيتسن تحدار زجي يسمن يشتو شغدوش اشتدال اوچن عليه الصلاة والسلام كتاج عمدش كتاج تحدار زجي دادخر دقوين تحوي دي خردوش بالخيابو بقص.
Священный месяц в этом году омрачен событиями, происходящими в эти дни во Франции. Журнал «Шарли Эбдо» в очередной раз опубликовал на страницах издания карикатуры на пророка, тем самым вызвав волну недовольства среди мусульман всего мира. Они пытаются унизить нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и называют это свобода слова. Это не является свободой слова, потому что на этой планете 2 миллиарда мусульман, и их чувства задевать, я не знаю, по каким законам. Что я могу? Я могу сделать дуа, как и все. А дальше пусть это решают люди, у которых есть авторитет, и все. Волнение из-за действия журнала наблюдается во всех мусульманских странах. В одних жгут плакаты президента Франции Эммануэля Макрона, в других расклеивают фотографии с его изображением, поверх нарисовав отпечаток подошвы ботинка, как знака высшего оскорбления в арабском мире. Религиозные деятели призывают не поддаваться на провокации и воздержаться от поспешных действий. Пеймар саллаллаху алейхи вассалям удалях темел вожола кирсак. حواشقيتا تار تندحو تحزولم قصتي تار زولم تشقدات ويدق مش كديل اوش عليه الصلاة والسلام ويزر لاغلو دات بوسم ناها يقيتسن لورخم لاغلو بات بغد إبليسو ديجي تار ديجي مش تحيقلش كشي ديانا تار كحلي دي تجدوش بالخيخ بوبس اجرج آغا تار شواش زيدو تار هنياو چه تناخا نعلت يعني الدال قرآن شو تار غلق إن شاء الله الله قاچه دريك عالم حق لا قابش قيدج وش الله تان بيقم بب بغد بوسمناه كفاد دراس ويدوچناه وين تغن دوق ظلم دو تسر وي دگه مش تسر خلوج بو تحمل خلوج بو عتقم دوق حمدق ويدو عجدر تغلق اجنخ دال تان قيلي جوش ودني انچا مس بوچ ناخ مسل خدوش تان قيل خجوش اشتوي دو عجدر دي خدراس تزد شالغه اجنخ اسحام حدي بحر ملغدر ده ويق استخلر ويديق تنخلر ويز بحندوش ايشاده ويديق تلر بحندوش ويق استخلر بحندوش دق بوسم نغبو دالته ما بوج بوسم نغ تحوا وخنج ده يحتاجوا تها يج يبوجوش تقص جستو لورلو واتر دالو چنا عليه الصلاه والسلام از بحندوش وي مهكر دن صدا دولدن ارها مسنا بوسم نغ ديديج دو ملغدر در حواشي حبرت باش اشخنده وتر ويج اغلى حسوي الرت ودنين شها اجنخ صوت صبر اجنخ بيحكز بوبر اجنخ شي كلجش شي ابليس ودالدج دو كلجي دال اوچن صلى الله عليه وسلم تتقو دي تجوخ تبرقش. Карикатуры журнала пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, пишет уже второй раз. Все прекрасно помнят, чем закончился первый случай в 2015 году. В регионах России тогда прошли масштабные митинги и шествия с призывом прекратить оскорбление пророка и всех мусульман мира. Несмотря на все нападки со стороны на пророка, любовь к нему у мусульман не уменьшится. Самый действенный метод в этой ситуации, утверждают религиозные деятели, это молитва Всевышнему. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня в рамках работы мобильной приемной президента России заместитель полномочного представителя президента в СКФО Игорь Рабков провел личный прием жителей Ингушетии. В мероприятии приняли участие руководитель приемной президента России в СКФО Олег Родькин, федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов и заместитель председателя правительства региона Тимур Фаттахов. Рассмотрены вопросы обеспечения граждан жилыми помещениями в соответствии с требованиями федерального закона от 21 декабря 1996 года за номером 159 ФЗ о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также строительство дошкольного образовательного учреждения в сельском поселении Псидах Малгобекского района. По всем обращениям жителей республики были приняты положительные решения. Установлены конкретные сроки их исполнения. Ход реализации мер взят на контроль в аппарате полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе. Эстафету по уборке мемориального комплекса Уазуат-Кашмыш в преддверии 28-й годовщины событий осени 1992 года подхватил коллектив Почты России. Волонтеры убрали территорию кладбища, обновили фасад построек и очистили прилегающую территорию от мусора. Жители региона, вышедшие на субботник, своим примером показывают, насколько важно проводить такого рода мероприятия, а также очтить память погибших и пропавших без вести осенью 1992 года.
День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября. Эта дата призвана напомнить о трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей были подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в исправительные лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни. Для ингушей эта дата вдвойне памятна. Завтра исполняется 28 лет событиям осени 1992 года. Памятные мероприятия в республике по традиции пройдут на мемориальном комплексе Уазуат-Кашмыш в 10:00, где жители смогут помолиться за погибших. По поручению главы в регионе организуют благотворительные акции по раздаче сага малоимущим семьям республики и жителям пригородного района. 17 717 новых случаев с коронавирусом выявлено в стране за сутки. Таковы последние данные Оперштаба. Вместе с тем из больниц выписано рекордное число пациентов – почти 15 тысяч. В связи с ухудшающейся эпидобстановкой в регионах ужесточаются ограничительные меры. В Ингушетии за сутки выявлен 61 новый случай. Всего заболевших 7225 человек. 36 пациентов в тяжелом состоянии, 18 из них на ИВЛ. Пока российские регионы вводят новые противовирусные ограничения, Роспотребнадзор и медики в Ингушетии ситуацию характеризуют как устойчивую и эпидемически более благополучную. Мы в пятерке стабильных регионов по распространению COVID-19. Но улучшить показатели и снизить случаи заболевания удастся лишь с соблюдением мер предосторожности. Репортаж Тамары Хашагульговой. На календаре октябрь – самый пик распространения вирусных инфекций. Но жители не унывают. Оптимизму опрошенных можно только позавидовать. Маски большинство хоть и не носят, но признаются, меры профилактики соблюдают. Перчатка лили, маск лили. Был карьяхар хаду, что хамдак, капака хамдац. Загар барыш хозмугуш ба хамдац тазагар. Саптихи сагхан махтмуш. Саптиха килгижду саплилду. Что хамдак загар лорлу. Коронавирус لا ساداتس يلاس لا رخوات مودزي لمونيو سامر سابو ماسك ليلي هاد ماس دا ماشينز اسبوليت печать кали лекас. Болеть никто не собирается, но волна новых случаев заражения прокатилась по всем регионам страны. Исключением не стала и Ингушетия. COVID-19 продолжает оставаться напряженным не только у нас, но и на всей территории Российской Федерации. Сегодня нельзя выделить субъект, скажем, из территории России, где ситуация была бы более или менее стабильной. Везде отмечается рост, практически во всех субъектах. В наших стационарах находится 360 пациентов, из которых 40% это лица старше 65 лет. И это несмотря на то, что наша республика, по словам экспертов, в четверке самых стабильных регионов с точки зрения распространения COVID-19. Самое сложное, сейчас говорят врачи, болеют как взрослые, так и дети. Мы говорили о том, что детки не болеют, а являются просто бессимптомными носителями, то мы уже неоднократно убедились в том, что, к сожалению, это тоже была всего лишь гипотеза, предположение, которое тоже не подтвердилось. Дети тоже болеют. У нас находится 20 детей, с которыми мы разбираемся, проводим диагностику, что это ОРВИ, грипп, ковид, потому что, к сожалению, не часто бывает и клиника немножко стертая. Поэтому нам необходимо какое-то время для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Чтобы замедлить эпидпроцесс, необходимо соблюдать ограничительные меры. Пренебрегать этим не стоит даже тем, кто успел переболеть во время первой волны. Хоть и подтвержденных случаев повторного заражения единицы. Мы защищаем людей, к которым мы относимся уважительно. Это социальная дистанция, это ношение масок. Почему-то опять-таки к ношению масок у нас все относятся скептически, что она не защищает. Да, эта маска не защищает, если я одна нахожусь в обществе. Но если мы все оденем эту маску, я вас уверяю, что риск распространения инфекции для окружающих значительно снижается. И это уже было неоднократно доказано. А меры профилактики, они остаются, как и прежде. Их никто не отменял. Это социальная дистанция. Мы о ней говорим постоянно, но почему-то сами постоянно забываем ее соблюдать. Я обращаюсь к нашим землякам, давайте все-таки сохраним нашу нацию, давайте немножко, мы ведь понимаем сегодня, что это мера профилактики. Впрочем, бороться с пандемией с помощью ограничительных мер уже начали. С этого дня Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим. Носить их теперь нужно во всех местах массового скопления людей, будь то торговые центры или небольшие магазины, а также в общественном транспорте и такси. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.
Свой 66-й день рождения отмечает сегодня Руслан Султанович Аушев, политический, государственный, военный и общественный деятель. Первый президент Ингушетии, герой Советского Союза Руслан Аушев, выпускник военной академии имени Фрунзе. С 1980 по 1982 год Аушев проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи, ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В феврале 1993 года избран первым президентом республики. В Ингушетии и за ее пределами Руслана Аушева знают и уважают как истинного патриота, человека слова и дела. Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красной звезды, медалями, наградами Демократической Республики Афганистан, кавалер Золотого почетного знака, общественное признание. Кто в ответе за вывоз бытового мусора? Вопросом задаются жители Альтиева и 18-этажек в Насыркорте, вынужденные терпеть антисанитарию в своих дворах. Муниципальные власти и Минприроды ссылаются на регионального оператора. К слову, проблема невывозимого экосистемой мусора набирает республиканский масштаб. Такую картину можно лицезреть в разных городах. Как власти планируют решать вопрос, узнала Амина Бокова. Пустые бутылки, старая одежда, строительный мусор и даже сломанная мебель. Такая нелицеприятная картина встречает при въезде в Альтиево. Этот беспредел, как объясняют местные жители, продолжается на протяжении нескольких месяцев, с тех пор, как на этом участке установили общие контейнеры для сбора мусора. Тахас хоз яш каш отя жёше гёцш хоз зонтик де хамма де дицу молавали далсах долцын ну тогуна дахш болш нех дахчан штормеш там бахчаратик авот бит орби ко хадя каш хаж ходшан ар хату хош банах би цнах аутеш сахаллади да ух. Этот запылившийся контейнер раньше стоял в каждом дворе жителей улицы, рассказывает Батыр Мальсагов. Тогда и проблем никаких не было. 2 раза в неделю региональный оператор вывозил мусор, и экологическая ситуация в районе была благополучная. Сейчас же в общие контейнеры выбрасывают мусор все, кому не лень, в том числе и проезжающие из соседних селений водители. 2-3 машин подъезжают, загружаются тогда ночью, даже ночью и то, и то. Загружается, потом делаем. А вот недавно дня 4 сожгли все. А это все же отражается там, ничего, весь сюда, ничего не оставили ушли. А здесь, которые живут, ну здесь мусор, с таким грузом мусором у них нету ничего. Таких малых ведрах, что они набрали за сутки. В администрации объясняют, проблема кроется не в установленных на трассе мусорных контейнерах, а в работе регионального оператора, который не справляется со своей задачей. Этих ящиков тут ставили мусор, но убирали мы, ставили. Это неправда, что раньше тут мусор не стоял. Потом мы экосистемой договорились, что они, если поставить контейнера, что этот мусор будет вывозиться. Мы поставили контейнера, как вы видите, баки европейские. Экосистема не успевает вывозить этот мусор, потому что они мотивируют тем, что у нас машин не хватает, людей не хватает. В субботу, воскресенье у них не получается это вывозить. Если бы у них получалось бы это вывозить мусор, тут проблем никаких не было. Чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации, представители Минприроды Ингушетии на месте проверяют документы по установке контейнеров. Одно из нарушений, которое выявляют сразу – не прописан график вывоза мусора на этом участке, за что применят санкции в отношении регионального оператора. И администрация, и экосистема должны пересмотреть график вывоза мусора. Если они так быстро накапливаются, если они наполняются, если они переваливаются мусор, они должны пересмотреть. Если они в день вывозят 1 раз мусор, они должны вывозить ее 3 раза или 4 раза. Они должны пересмотреть. Мусор не должен накапливаться. Мы, в свою очередь, административную ответственность привлечем, я думаю, экосистему по самым строгим правилам. К слову, подобная ситуация сложилась не только в Альтиево, но и в других населенных пунктах. Несвоевременный вывоз мусора – наболевший вопрос и для жителей 18-этажек на Насыркорте. От того, что они своевременно не вывозят мусор, кто-то поджег мусор.
это систематически, почти каждый день вот, сжигается этот мусор. Если бы экосистема своевременно вывозила бы мусор, такой картины здесь не было бы. Они сделали площадку, вот, где надо сделать, огородить место, поставить контейнера. Но так у них не получается. В отношении регионального оператора проводится ряд судебных процессов. Рассматривается вопрос о расторжении соглашения. Следующий шаг, по словам представителей Минприроды, выбор 3 новых региональных операторов, которые будут работать в отдельных зонах. Тогда проблема с несвоевременным вывозом мусора будет закрыта. Амина Бокова, Магомед Дидигов, Новости 24. Их служба и опасна, и трудна. 24 часа 7 дней в неделю. Они в полной боевой готовности. В неведомственной охране Росгвардии 68 лет. Со дня своего образования она прошла долгий путь до современной мобильной службы, играющей важную роль в предотвращении и раскрытии краж, грабежей и разбойных нападений. Поздравил сотрудников службы Идрис Жиев. Получение оружия и утренний развод. С этого начинается рабочий день Росгвардии. Военнослужащим выдают табельное оружие. Работа опасная, поэтому экипировка соответствующая. Построение личного состава и патрулирование. За каждым экипажем закреплен определенный участок. 24 часа в сутки оперативная группа должна быть готова выехать по первому сигналу дежурного. Центр оперативного управления сердца отдела вневедомственной охраны. Именно сюда поступают сигналы тревоги с охраняемых объектов. От оперативности сотрудников этого отдела зависит, насколько быстро дежурный экипаж прибудет на место. Охраняемого объекта по ОО-2 поступил сигнал тревога. Выезд разрешаю. Принял, выезжаем. Не прошло и нескольких минут, как рабочую тишину разрывает сигнал. Тревога на одном из объектов. Группа мгновенно реагирует. На подготовку всего несколько минут. В первую очередь, вневедомственная охрана отвечает за безопасность на стратегических и социальных объектах, включая органы госвласти. На такой объект и выезжает экипаж. Отработки этих действий мы производим регулярно. Бывают ложные вызовы, то электричество потухло или такие вызовы. А так отработки у нас регулярные. По плану учебных тренировок мы регулярно проводим учебные тренировки с группой задержаний. И они отрегулируют их четко. Работа у нас нелегкая. Бывают выезды, опасные выезды бывают. И к тому же у нас вот происходит ложные вызовы, так что любое время у нас группа задержания должна быть боеготовности. Наравне с мужчинами не меньше вклад на такой ответственной и трудной работе вносят и женщины. Фарида Ахильгова, специалист со стажем, переехав из другого региона на родину, она вот уже несколько лет несет службу в рядах вневедомственной охраны. Я занимаюсь осуществлением учета, контроль, хранение документооборота полностью поступившей корреспонденции. В вневедомственной охране я работаю уже около 2 лет. Приехала с другого региона, до этого работала в Министерстве внутренних дел. И скажу, что вот сейчас как раз-таки я нашла себя вот в том направлении, где бы мне хотелось бы себя видеть и в дальнейшем. Вневедомственная охрана образована 68 лет назад. Сегодня сотрудники отмечают свой профессиональный праздник. Хочу поздравить весь личный состав сотрудников УВО с 68-й годовщиной образования вневедомственной охраны, пожелать семьям, близким здоровья, успехов, благополучия. Дай Бог, чтобы все сотрудники всегда домой приходили и приносили домой радость после работы. Успехов в их работе, плодотворной работы, чтобы у них было в работе все прекрасно, чтобы не было больших казусных проблем у них. И желаю успехов. Для простого зрителя задержание подозреваемых напоминает блокбастер, а вот для сотрудников вневедомственной охраны это рабочие будни. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Сегодня Всемирный день борьбы с инсультом. Более 400 тысяч жизней уносит этот недуг ежегодно в стране. Статистика самая высокая в мире, поэтому актуальны и профилактические мероприятия. Врачи доводят до жителей основные причины и заболевания, провоцирующие инсульт. Как правило, болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Советы медиков в репортаже Даны Плиевой.
По данным ВОЗ, в мире инсульт ежегодно переносит около 15 миллионов человек, а умирают порядка 6 миллионов. И инсульт – это острое нарушение кровообращения мозга, приводящее к гибели его клеток. Шатающаяся походка, опущенный уголок рта – это лишь внешние симптомы недуга. Это слабость в правой или левой половине тела. Это нарушение чувствительности также в руках или ногах. Это может быть и внезапная сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой или рвотой. В нашей стране смертность от инсульта, если судить по статистике, самая высокая в мире – более 400 тысяч случаев в год. Если раньше считалось, что острые нарушения мозгового кровообращения присущи в основном людям преклонного возраста, то в последнее время инсульт помолодел из-за напряженного жизненного ритма и стрессов. Если раньше мы четко знали, что это как-то инсульт, возраст-зависимое заболевание, то уже и лица более молодого возраста страдают этим недугом. И эта статистика, она растет из года в год. И не только в целом по России. У нас даже в 25 лет именно вот по нашей республике состоят на учете больные, которые и в 25, и в 30 лет страдают артериальной гипертензией. Артериальная гипертензия – это резкое повышение кровяного давления. Она в основном и провоцирует это страшное заболевание. Ее крайне тяжелое проявление носит название гипертонический криз. Осложнениями гипертонических кризов являются кровоизлияние в мозг, это инсульты, это транзиторные ишемические атаки. Для того, чтобы избежать такие осложнения, мы своим пациентам рекомендуем вовремя обращаться к врачу, принимать антигипертензивные препараты, также соблюдать диету и заниматься дозированной физической нагрузкой. А инсульт, в свою очередь, влечет цепочку сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт миокарда, ишемическую болезнь, атеросклероз. К Всемирному дню борьбы с инсультом во всех медучреждениях проводятся акции по профилактике заболевания. Сотрудники Центра медпрофилактики раздают буклеты пациентам и лишний раз напоминают о значимости предупреждения инсульта. Это подразумевает здоровый образ жизни, диету и отсутствие стрессов. При этом важно не избегать визитов к врачу и следить за уровнем холестерина и кровяного давления. Правильное питание – это овощи, фрукты, чтобы в рационе были не менее 400 грамм. Это борьба с гиподинамией, то есть, конечно, активный образ жизни. И исключить вредные привычки, это очень важно. И соблюдая эти правила здорового образа жизни, около 70% инсульта, развития инсульта можно избежать. Врачи напоминают, если в течение первых 4 часов пациенту с инсультом не оказать должную помощь, то это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Дана Плиева, Асхабила, Киев, Новости 24. Лучшего в своей профессии определяют на конкурсе «Учитель года-2020». Сейчас проходит региональный этап. В Ингушетии за почетное звание борются 5 конкурсантов. Профессионализм и квалификацию они подтвердили на муниципальном туре. Хава Гагиева продолжит. Учитель начинает свой урок, и все вокруг как будто замирает. Сегодня урок начинает не учитель, а учащиеся. Региональному этапу всероссийского конкурса «Учитель года России» дают старт. Хава Батажева – одна из 5 конкурсанток. Педагогом она стала 3 года назад. Вначале девушка не могла определиться с предметом, а сейчас представляет свою школу на конкурсе. Я всегда стремлюсь к чему-то новому. И этот конкурс, я уверена, мне даст огромное количество возможностей. Я смогу познакомиться с коллегами и перенять опыт у тех, кто уже в этой профессии, на этом поприще уже очень давно. Что самое сложное сейчас? Сейчас на конкурсе? Наверное, такое повышенное внимание, к которому я не привыкла. Надеюсь, что справлюсь с этим. Каждая из 5 конкурсанток прошла отбор и признана лучшей на муниципальном уровне. К слову, в этом году с конкурсом пришлось повременить. С весны его перенесли на осень из-за эпидобстановки. Площадкой для проведения соревнований стал лицей Магаса. Сейчас участникам предстоит побороться за звание одного из самых высококвалифицированных учителей Ингушетии, а потом и России. Я очень хорошо знакома со всеми этими этапами конкурса. Было время, когда тоже так же переживала, готовилась, но все это приносит пользу для молодых педагогов, да и для педагогов со стажем. Все-таки это такой своеобразный мотиватор для совершенствования своей педагогической работы.
Развлекательные миниатюры, песни на иностранных языках, поэзия. Хоть у школьников сейчас и каникулы, однако для гостей дети подготовили яркие номера. Алима Гамботова передает свои чувства и благодарность родному учителю через танец. Мы сегодня с подружками танцуем «Мир детям». Мы одели красивые платья, юбки и бантики. Вот сегодня конкурс «Учитель года». Как ты считаешь, твой учитель может претендовать на это место? Да. А почему? Потому что он самый лучший. Открытые уроки, семинары, мастер-классы, телеконференция. Все перипетии конкурса впереди. А пока можно насладиться концертом. Поздравила молодых учителей и министр образования республики Эсет Бокова. Хочу пожелать вам достижения целей на этом конкурсе. И хочу, чтобы вы понимали, что уже приняв решение о участии в этом конкурсе, вы уже стали учителем года, уже стали победителями. Успехов вам! Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится уже 28-й год подряд, цель которого – поддержка и повышение престижа труда учителя. Это перенятие опыта, это дальнейший путь в нашей тернистой работе, это развитие нашего творчества. И докажем миру, что мы можем справить будущее в лучшем России. Еще один участник конкурса. Желание быть учителем Зинаиду Костоеву заразил самый родной человек. Девушка пошла по стопам мамы. Именно она научила ее подходить к работе ответственно. И самое главное, научила зарождать в подопечных интерес к учебе. Благодаря этому сейчас у девушки есть своя собственная формула успеха. Я внедряю именно информационно-коммуникативные технологии на свой урок. Мы рассматриваем различные 3D-модели, используем проекты виртуальной лаборатории, которые созданы различными зарубежными университетами, университетом Колорадо или Массачусетского технологического института. И получается, что урок проходит в форме игры. И это именно то, что им нужно. Понять сложный процесс благодаря простым каким-то действиям. Креативность, выносливость, умение показать себя в экстренной ситуации. Оценивать конкурсантов будет строгое жюри, в составе которого заслуженные учителя не только республики, но и России. В их числе и Малика Горданова, победительница конкурса в 1996 году. Я должна сказать, что конкурс – это не просто представление своего определенного результативного опыта, своего новшества в преподавании и воспитании. Это очень большая школа для учителя, потому что есть возможность сравнить свою работу с работой других. Я жду открытий, рада видеть, что участники конкурса с каждым годом моложе, и я должна пожелать каждому из них успеха. Сегодня только первый тур конкурса. Впереди участников ждут еще два, после которого один из них получит заслуженное звание «Учитель года-2020». Великолепная пятерка – лучшие из лучших со всей республики. Их уроки не просто занятия, жизнь. Ведь настоящий учитель не тот, кто постоянно воспитывает, а помогает стать самим собой. Хава Гагиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. По всей стране стартует всероссийская акция «Обещание тренеру», приуроченная к празднованию 30 октября Дня тренера. Проходит акция в рамках национального проекта «Демография». Для всех любителей спорта разработаны специальные открытки с обещаниями, которые они могут поделиться в социальных сетях и отметить своего тренера или направить ему в мессенджеры. Найти и скачать открытки можно на сайте norma.sport. К акции уже проявили интерес спортсмены Российского футбольного союза, хоккейных клубов континентальной хоккейной лиги и АССК России. В республике обещание тренеру проходит на официальной странице Минспорта Ингушетии в Инстаграм. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь